Хотелось бы заметить, что развитие событий в таком русле, как это сейчас представляют, невыгодно в первую очередь самой власти. Очень активно оппозиция пытается представить, или отдельно взятые представители этой оппозиции, что вот именно власть причастна к этим процессам. Есть на то соответствующие органы прокуратуры. Если у кого есть какие-либо данные, они обязаны явиться в эти структуры и конкретно называть вещи своими именами. Более чем странно, когда звучат сегодня голоса о том, что господин Бжани является главной действующей фигурой от оппозиции. Буквально 2 месяца тому назад стоял вопрос, кто пойдет под номером 1 от объединенной оппозиции. Мы хорошо знаем все те встречи, которые производились и в стенах парламента с отдельно взятыми депутатами, и в кругу оппозиционной среды. От общества трудно скрыть о тех баталиях, перераставших вплоть до драк по данному вопросу. Я думаю, всем, кто здесь присутствует, в большинстве своем это известно. Попытки сгладить ситуацию ни к чему не привели, вплоть до времени, якобы на сегодняшний день высветившимся о отравлении господина Бжани. Сегодняшние моралисты, а я их по-другому не могу назвать, до последнего очень жестко были настроены против кандидатуры Бжани, занимаясь поиском альтернативной фигуры. Разве мы с вами об этом не знаем? Обществу хорошо известно о попытках выдвинуть в этом процессе новых людей взамен Бжани, и их фамилии назывались. При этом эти фамилии обсуждались на фамильных сходах. О них конкретно говорилось. Но по тем или иным причинам у этой группы людей не сложилась та ситуация, которую предполагалось реализовать. Теперь, что же касается самой болезни Бжани. С первых дней и в результате первой пресс-конференции, которую проводила объединенная оппозиция, были даны разночтивые информации. Было выдвинуто несколько версий, начиная от пневмонии и кончая отравлением. При этом на обращение представителям Министерства здравоохранения Российской Федерации о реальном диагнозе больного была получена бумага с ответом, что в соответствии с нормами статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Вот в этом абзаце говорится о том, что по отношению к больному Бжани проводились соответствующие обследования медицинского характера, был поставлен диагноз, и, к сожалению, пока мы об этом диагнозе ничего не знаем. Только с письменного согласия самого гражданина или его законного представителя допускается разглашение этих сведений, а также, согласно статьи 4 этого же закона, представление таковых сведений возможно по запросам правоохранительных структур. К сожалению, по сей день суть содержания реального диагноза, как я сказал выше, неизвестна. Однако хотелось бы заметить, что при наличии или обнаружении криминальных каких-либо следов в отношении поступившего пациента в больницу, медперсонал обязан информировать
соответствующие правоохранительные структуры в части, касающейся этой личности и тех действий, которые совершены по отношению к этому лицу. Здесь же всего этого нет. Я говорил со многими руководителями правоохранительных структур Российской Федерации, такой информации у них нет. Генеральная прокуратура и Минздрав Абхазии и другие наши правоохранительные структуры по крупицам собирают информацию, при том, что заявители об отравлении Бжания приглашались для соответствующих разъяснений в Генеральную прокуратуру. Однако, похоже, некоторым больше нравится или их больше устраивает нагнетание обстановки и таинственность вокруг этого дела. В свою очередь, нами проводились и проводятся консультации с рядом представителей правоохранительных структур Российской Федерации. Мы проводили не один раз Совет Безопасности с участием наших представителей правоохранительных структур. Мы обозначали те необходимые мероприятия, которые должны были быть проведены и Минздравом, и Генеральной прокуратурой. И когда говорят о том, что мы не вели себя так, как это требует от нас ситуация и обстановка, то это вранье. Мы просто делали это спокойно, без каких-либо потрясений. Сотрудники прокуратуры Абхазии работают сегодня уже вместе со своими коллегами в Москве. И я не сомневаюсь, что диагноз будет представлен. И будем потом исходить из всего этого. Вчера же была получена первая информация от семьи Бжания о состоянии его здоровья, где говорится о том, что процесс лечения отягощен пневмонией. Если логически рассуждать по поводу вот заявленного текста, то спрашивается, чем болел до пневмонии или как происходили процессы с организмом Бжания, что послужило поводом для того, чтобы он оказался в больнице. По их данным получается, что Бжания вначале был отравлен, а затем у него началась пневмония. В таком случае картина протекания болезни и ее последствия были бы, наверное, совершенно другими. И о тех веществах, о которых говорят, что они присутствуют в организме, я не могу отрицать и не могу опровергать это. Об этом скажут и врачи, и я думаю, что те, кто занимается по линии правоохранительных структур. Тем самым довольно-таки странная ситуация. По имеющейся информации, до последнего своего приезда Бжания в Абхазию и до попадания в 12-ю городскую больницу города Москвы он определенный период находился в России, где обращался в лечебные структуры с недомоганием по поводу именно простудных заболеваний. И об этом тоже хорошо известно. Он об этом говорил врачам Минздрава Абхазии, которые его проверяли в последний раз, когда он был здесь, в Абхазии. Что касается плазмофереза, менялся в его лечении, как заявили его родственники, то этот способ применяется при очищении крови и используется при острых респираторных и вирусных инфекциях. Так же, как он и может быть использован при отравлениях. Вследствие чего и какая надобность была, предположим, использовать, это не мне судить. Есть медики, пусть говорят об этом они. Что касается представленного обществу данных из Германии, такого рода отборы проб на анализы производятся в соответствии с существующими правилами. И у любого юриста можно спросить, как формируются эти материалы. Касательно самих заявленных параметров о наличии тяжелых металлов в организме Бжания. Хочу заметить, в организме человека присутствует практически вся таблица Менделеева. Но согласно эколого-медицинским нормам существуют так называемые эталонные тесты
и предельные нормы наличия в крови и моче той же ртути и других тяжелых металлов. Представленная информация из Германии свидетельствует, что в моче и крови обнаружено наличие этих веществ, но нигде не сказано, что они представляют опасность для его жизни. А в сравнении с эколого-медицинскими нормами, существующими в Российской Федерации, эти параметры меньше, чем те показатели, которые представили, как говорится, представители германской клиники. Что касается последних событий и высказываний, которые стали звучать очень громко после всего того, что произошло с депутатом Джани. Вопросов много. И в первую очередь, как я выше сказал, мы до сих пор не знаем диагноза. Но надеюсь на то, что мы получим ответы на эти вопросы. И эти вопросы, эти ответы расставят все на свои места. За последние дни очень активно стали провозглашать необходимость проведения конституционной реформы. Раздаются голоса о возможности перехода к парламентаризму. Но, вы знаете, говорить о переходе на парламентскую форму преждевременно. И пусть никто не надеется на то, что таким образом можно будет решить судьбу нашего государства и народа. Мы говорили о возможности перераспределения полномочий, а не такого глобального процесса. И последний перл, выданный от лица депутата Лолова вчера буквально, вообще выходит за рамки разумного. Человек предлагает практически все изменить в одночасье. Человек, прошедший войну, должен ценить память наших людей, погибших, ценить то, что мы с вами получили. Никто не говорит, что у нас все идеально, у нас очень много негативного. Но разрушать то, что было сделано за все это время, ни Лолова никому не будет позволительно. Мне просто жаль, честно говорю, что этого парня, которого я знаю, как человека, который молодым пошел на войну, прошел многое и послевоенный период, используют в руках других людей. Думают за него другие, а выдает он это за свои мысли. Нам нужно сделать все для того, чтобы страна при всех своих трудностях, сложностях продолжала бы, пусть не такими темпами, как хотелось бы, но продолжала бы идти вперед. И попытки сегодня создать определенную, очень нервозную обстановку ничего хорошего не дадут и не будут способствовать прогрессу. И тем, кому кажется, что так можно будет решить, хочу заявить: не рискуйте ни нашим народом, ни нашим государством. А что касается самого больного, я, как и любой другой нормальный человек, хочу, чтобы состояние здоровья этого человека было бы нормальным, чтобы он выздоровел, и имя его не использовалось бы в спекулятивных целях. Впереди еще политические процессы, и они состоятся, другого подхода не будет.